Из Коми в Китай отправился первый контейнерный поезд. Его длина более километра. Столько пиломатериалов отгрузили лесопромышленники региона на экспорт. К слову, не так давно из-за санкций поставка готовой продукции из Коми задерживалась. Нашим предприятиям пришлось изменить не только логистику, но и найти новых покупателей. Эту работу в регионе перенастроили буквально за несколько месяцев. Ольга Коняева знает детали. У крупнейшего перевозчика региона из 111 автобусов треть иномарки. На нефазах их 60 тоже импортное оборудование. Рост цен на запчасти и горюче-смазочные материалы и их дефицит стали головной болью для Коми Автотранса. Но уже сегодня компания нашла аналоги комплектующих российского и китайского производства. Да и цены уже не так кусаются. Отсутствует, наверное, ряд комплектующих. Для примера, допустим, колесные диски вообще отсутствуют в России. Мы ищем сейчас аналоги. Но есть проблема в поставках. То есть они либо задерживаются, либо очень высокий рост, 4-кратный, что не позволяет нам что-то приобретать. Но в целом запасов предприятий, либо запасов у поставщиков проверенных, так скажем, да, их хватает, чтобы пока еще все это, парк работал полноценно. Единственное, у нас есть, наверное, 2 единицы автобусов, которые стоят на длительном ремонте. Там имеется итальянское оборудование и оборудование производства Германии. Например, у нас на автобусе Нефаз топливная система – это итальянское оборудование, и коробка – это у нас производство Германии. Зато санкции ускорили на предприятии процесс обновления сервиса для пассажиров. Теперь во всех сыктывкарских нефазах бескондукторная система. Жители уже оплачивали проезд через валидатор на некоторых маршрутах. В новом сезоне система заработала еще на 4. Для пассажиров самые большие изменения, наверное, были в части отказа от бумажных билетов. То есть это очень сильно сказалось на билетной продукции. Достать было на территории Российской Федерации довольно-таки проблематично с ростом цен, либо с отсутствием поставщика, так как сам слой, который наносится на билет, он отсутствовал, это химические компоненты. И так как в планах у предприятия были в будущем уход на электронные билеты, то есть эту процедуру просто предприятие немножко ускорило, чтобы у пассажира была возможность все-таки получить билет в электронном виде. В регионе еще весной к замещению насчитывалось более 400 импортных позиций, что мешало стабильной работе предприятий. Для помощи бизнесу в Коми был создан не только антикризисный штаб, но и региональный логистический центр. В его составе крупные производственники, РЖД и исполнительная власть. Удалось настроить параллельный импорт, но не меньшую долю может заместить отечественное производство. В принципе, ведь это все равно придумано людьми, и мы тоже люди. Поэтому также вникаем, разбираемся, и если где-то какая-то поломка есть, и не можем приобрести оригинальных запчастей, принимаем решение, делаем аналог. Вот, например, грабли импортные, да, итальянские грабли, им тоже лет 10, уже больше. Сломался редуктор, вот нужна шестеренка. Обзвонили всю Россию, нашли в Новосибирске 28 тысяч. Шестереночка вот такая маленькая стоит. Обратились здесь у нас в хозяйствах, да, не в хозяйствах, а в предприятиях, где вот есть токарные станки, где тоже вытачивают для себя, там есть ремонтные базы. Нам сделали, то есть на нормальной цене, по сходной, и спокойно все поставили, и работает. Труднее процесс импортозамещения в авиационной отрасли, что делает практически невозможным эксплуатацию, например, чешских Л-410. Мы планировали в этом году восстановить в летную годность, привести все 4 воздушных судна имеющихся, но на настоящий момент это невозможно из-за введенных санкций. Зарубежные партнеры с нами не работают. И поэтому возникают проблемы как с продлением летной годности воздушных судов, с ремонтом воздушных судов, с получением запчастей и так далее, и так далее. Предприятие, которому еще год назад грозило банкротство, не без трудностей, но сегодня встало на ноги. Коми Авиатранс планирует реализовать эмбраеры, застрявшие за границей на сервисном обслуживании, и привести в летную годность парк вертолетов. Сейчас рабочих вертушек 10. К концу года должно быть 15. Один новый прибудет уже в октябре. Республика выделила Коми Авиатрансу 1 миллиард 800 миллионов рублей на восстановление финансово-экономического состояния предприятия. Появилась возможность жить, так сказать, с открытыми счетами, без инкассовых поручений на счетах. Соответственно, вкладывать деньги в ремонт воздушных судов, в ремонт аэропортов.
Сейчас, кроме того, предприятие восполняет дефицит кадров. Нам не хватает специалистов технических служб именно по ремонту воздушных судов. Это инженерный состав. Работников аэропорта тоже связаны непосредственно со спецификой нашей деятельности, таких как инженеры аэропортовой деятельности. У нас в учебных заведениях обучаются специалисты, которые после окончания должны прибыть к нам. И все же Коми больше экспортоориентированный регион. В структуре внешнеэкономического оборота объем экспорта рос последние годы. Это продукция топливного и лесопромышленного комплексов. Основными экспортерами до определенного момента были Нидерланды, Соединенные Штаты, Германия, Польша, Италия, Латвия, Франция, Казахстан и Китай и сегодня остаются торговыми партнерами. Залежавшаяся на складах готовая продукция лесопромышленных предприятий Коми отправлена. После всех переговоров, согласований, новая логистика и рынки сбыта. В сентябре по ЖД-магистрали впервые пошли грузы по новым направлениям. Со станции Сыктывкар и Костылево продукцию из Коми через порт Темрюк доставляют теперь в Египет. Со станции Чевью первый контейнерный состав на днях отправился в Китай. До станции Забайкальск. По заявкам предприятий был сформирован грузовой эшелон длиной более километра, 39 платформ, 76 контейнеров, груженных пиломатериалами. На федеральном уровне ведется подготовка комплекса мер поддержки предприятий лесного комплекса в условиях внешнего санкционного давления, что особенно актуально для нашего региона. Напомню, что глава Республики Коми также неоднократно направлял наши предложения в правительство Российской Федерации, которые частично были уже учтены, а сегодня пересматриваются и планируется, что будет увеличен лимит на логистическую субсидию до 1 миллиарда рублей для наиболее пострадавших предприятий и возмещение 100% понесенных затрат при экспорте продукции. Доходы от лесопользования за 2021 год в регионе выросли на 29% до 4 миллиардов рублей. Одна из ведущих отраслей экономики региона таковой и остается. Предприятия перенастраивают работу, выходят на новые рынки сбыта. В Сыктывкаре, кроме того, подбирают площадку для дополнительного контейнерного терминала. Инвестор – одна из крупнейших компаний в сфере портового и железнодорожного логистического бизнеса в России. Эксплуатирует 10 тысяч единиц подвижного состава. Проект обеспечит рост конкуренции и снижение цены на логистические услуги, что в новых экономических условиях крайне важно для предприятий региона. Такими были некоторые детали этой недели. Увидимся на следующей. До встречи.